Добрый день, на Эхе Москвы в Уфе программа «История башкирских родов». В студии Руслан Валиев и Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации ШЖР. Здравствуйте, Салават. Здравствуйте. Мы продолжим сегодня говорить о шейхе Зайнулле Расулеве. Я напомню, что в прошлой программе мы начали говорить о его биографии и остановились на том периоде, когда он вернулся после своего хаджа, в ходе которого посетил Стамбул и, вернувшись, начал внедрять новшества, скажем, суфийский ислам, который он проповедовал. Тут нужно понимать такую вещь. Это все тот же самый суфийский накшбандийский тарикат, все его установления, никаких он новшеств не вел. Новшества касались незначительных сторон обряда. Я, как уже говорил, был введен громкий зикр хадра, ношение четок, празднование мавлиды. Плюс еще одно было нововведение, то, что в то время шокировало. В домах он увидел в Турции, как везде вот эти надписи, коранические формулы, бисмилляхи рахмани рахим, какие-то выдержки из Корана. В Турции он увидел, и здесь он тоже начал в мечети вывешивать вот эти изречения. И многие увидели, стали повторять, и дома начали такой же вывешивать. Вот эти ретроградные консерваторы, муллы, увидели, вот как бы свет в их глазах померк. С нашей точки зрения, это вроде какая-то ерунда, незначительная. Но ведь надо понимать сознание людей того времени. Ведь и в России то же самое было. Какая разница, сколькими пальцами креститься? 2 пальцами, 3. А вот на этой почве произошел раскол, имевший глубокие последствия. Вот примерно то же самое. С точки зрения светского человека, это вроде какая-то незначительная вещь, а там, если вот находиться в контексте того понимания ислама, которое было у тех людей, это, в общем-то, казалось, как мир там рушится старый и привычный. Соответственно, он вызвал негативную реакцию у части мусульманского духовенства, представителем которого был Ишан Курбангалиев. Не нужно понимать, что это был какой-то глупый, невежественный человек. Это просто 2 разных мироощущения, подхода к современному миру. Курбангалиев, он был консерватор, он говорил, нам не нужны вот эти западные и какие угодно влияния. А все-таки Турция, она была вся пропитана влиянием Запада и так далее. Курбангалиев, конечно, он не был таким ретроградом, просто он старался сохранять те старые формы суфизма, которые бытовали в Урало-Поволжье на протяжении многих столетий. Это первое. А второе, он был противником модернизма в любом его виде, и вот старался, что именно вот эта консервация, изоляция мусульман от западного влияния, все это поможет выжить мусульманам. Это просто было 2 подхода разных. А вот Зайнулла Расулев, как я уже говорил, предлагал совершенно иное. Он говорил, что мусульмане не должны останавливать в своем развитии, что весь мир модернизируется, и они тоже должны двигаться в какой-то степени, при этом сохраняя свою настоящую мусульманскую суть. В принципе, 2 разных подхода. Это как вот в Японии была эпоха изоляционизма, а потом эпоха Мэйдзи. Принимать все технические новшества Запада, но при этом оставаться внутри японцами. До сих пор Япония вот этим путем она, собственно, идет. Примерно такие подходы были. А то, что вот эти различия какие-то, новшества, которые вызвали бурную реакцию, это были незначительные вещи, но было воспринято в штыки местным духовенством. И это стало причиной раскола. Вот эти муллы, вот эти ишаны, которые существовали, они видели, что у Зайнуллы Расуля уже несколько тысяч мюридов. Только мюридов. Представляете? Это активных его учеников, и которые соблюдают всю эту суфийскую практику. Не говоря о том, что сколько мирян, которые просто были очарованы, да, его личностью, его харизмой. Ну и фактически все Зауралье, весь юг Башкирии и не только. Появились мюриды Зайнуллы Расулева и в Поволжье, в Казанском крае. Огромное количество казахов стало последователями Зайнуллы Расулева. То есть это приобретало не только региональное значение, скажем, всероссийское явление стало превращаться от появления этого Зайнуллы Расулева. Власти всегда подозрительно смотрят, когда там народ собирается, больше 3 человек, а тут несколько тысяч в одном месте могут собраться. Начали искать какую-то крамолу, в принципе, ее там нигде не было. Интересно, что аналогичные процессы происходили в это время в Чечне. Должно быть социологическое объяснение появлению аналогичных явлений, которые возникли в Башкирии и, допустим, в Чечне и в Дагестане. В Чечне после разгрома движения Шамиля, после поражения горцев в Кавказской войне, появляется шейх Кунта Хаджи, который стал проповедовать: все, мы отказываемся от джихада сабли, непротивление злу насилием, мы будем сосредотачиваться именно на избавлении от своих собственных недостатков, в том, что мы проиграли, вина самих мусульман, Бог нас за это покарал, давайте видеть причину всего происходящего, всех невзгод, выпавших на наши плечи, в нас самих. И вот началось вот это движение зикризма в Чечне. Вот после этого как раз вот и пошли кружащиеся чеченские зикры, когда вот чеченцы бегают по кругу, вроде как это выглядит для многих необычно, но тем не менее это имело смысл в том, что протест, он никуда не ушел, он приобрел такую пассивную форму. Он ушел вглубь, и совершая вот эти зикры, люди демонстрировали, что вот мы, несмотря ни на что, будем духовно развиваться, мы будем оставаться мусульманами.
ушли просто от вооруженной борьбы, которая просто грозила поголовным уничтожением многим народам Кавказа. То, что случилось потом с черкесами, геноцид черкесского народа. В Башкирии ведь то же самое произошло. Башкирские восстания, пришло понимание, вооруженный путь – это путь в никуда. Еще одно восстание, опять же, от башкир ничего не останется. И как раз логично, что возникло вот это движение в лице Зайнула Расулева. Вот этот протест, который копился, он просто стал канализироваться в духовную сферу, уходить внутрь себя и вот сублимироваться. Стал как бы тем топливом, на котором пышным цветом возникло вот это мистическое движение. Оно суфизм и так было до этого, но здесь вот благодаря Зайнуле Расулеву приобрело вот даже какие-то эсхатологические формы. В исламском учении ведь есть такая концепция: придет Махди. Махди, это переводится ведомый Богом, это вот аналог в христианстве, это, наверное, спаситель. В исламе есть и спаситель, то же самое. Считается, что сначала придет Махди, который сокрушит Даджаля, а Даджаль это антихрист, а потом придет Иисус Христос, второе пришествие Христа, и будет уже Яумуддин, да, то есть судный день. То же самое, вот этот протест башкир против национального угнетения выразился вот в этих распространениях эсхатологических идей, что вот скоро придет царство Махди, мусульмане должны молиться, готовиться к приходу Махди, все отказываться от всего греховного, должны нравственно очищаться. Зайнулла Расулев был во главе этого движения. По сути, он делал работу во благо царской власти в этом смысле, да? Ну, не то, что во благо, а тут дело в том, что вот ему нужна была канализация этого протеста. И вот он сюда ушел. Ну, по-хорошему, власти должны были бы поддержать это начинание. Ну, по идее, да. Но ведь власти, они никогда большим умом-то не отличаются и не знают последствий своих действий часто. Уфимский губернатор Ушаков писал: один из башкир, задержанных в городе Златоусте, вместе с Зайнулой Хабибуллиным, именно по приметам высокого роста, брюнет, перед отъездом своим из Верхнеуральского уезда в Уфу в сопровождении значительной толпы верхом разъезжали по деревням. Причем он и его сопровождающие его пели гимны и вообще духовные песни, как бы возбуждая этим народ к фанатизму и религиозному возрождению. Это подобного рода процессе, недопускаемое магометанскими религиозными правилами, это он решил. Тоже знаток, да, как сегодня знатоки там типа Петкова. Недопускаемые магометанскими религиозными правилами дают основания подозревать означенного башкира, по последним сведениям муллу, в соучастии с муллой Хабибуллиным, и тем более ввести в заблуждение легковерные умы, что почти весь Верхнеуральский уезд населен башкирами бурзянской и кипчакской властей, народом крепким и отважным, но легкомысленным и способным при возбуждении со стороны духовенства на весьма сумасбродные поступки. Причем башкиры те, принадлежавшие до уничтожения войскового устройства к военным кантонам, почти все снаряжены были казачьим оружием. То есть вот в этом увидели страх, что возбуждаемые вот этими религиозными экстатическими проповедями они возьмутся за оружие. Как бы чего не вышло. Ну и в общем вот эти все жалобы, вот эти доклады, там всякие записки привели к тому, что Зайнулла Расулев и его мюрид Гатаулла Ишан, известен на территории вот современного Хайбулинского района, проводили недавно зиярат в честь него, Атаулла или Гатаулла, Абдул-Маликов и Зайнулла Расулев были доставлены в Уфу, заключены в здешнюю тюрьму. Потом решение по ним было принято, и они были сосланы в ссылку в Вологодскую губернию, в город Никольск. Прожили там в этой ссылке лет 8, и в 1881 году Зайнулла Расулев отпущен домой. В 1881 году, вернувшись домой, в общем-то, начинается второй этап жизни и деятельности Зайнуллы Расулева. Чем он отличается от первого этапа? Здесь он отказывается от такой активной проповеднической деятельности, такого экстатического призыва о речах, о конце света, о приходе Махди. Он успокаивается. Ссылка на севере охлаждает его в какой-то степени в горячий пыл. Он понимает, что если он будет продолжать, последует еще одна ссылка. И так до бесконечности. И он не принесет никакой практической пользы своему народу. Ну, возможно, он вынашивал эти планы еще находясь в ссылке. Что он решил делать в этой ситуации? Да, и, в общем-то, он решил, что надо уже не столько слушать свое горячее сердце, сколько свой холодный рассудок. И он решил делать упор на образование. Все-таки он увидел, что мусульмане в основной массе не образованы. Ну да, читать, писать умеют, но а что толку от того, что человек умеет читать и писать? То есть понимания нету, знаний нет. Это что еще подвигло? То, что в Европе и в России началась эпоха национализма, не надо забывать. В России эпоха национализма началась в правлении Александра III. Развитие русского национализма, как пишет Бенедикт Андерсон, западный этнолог, Романовы вдруг осознали, что они великороссы. То есть до этого они не знали, просто были Романовы, просто цари, там могли как угодно, на каком языке угодно говорить, кроме русского, на немецком, на английском, на французском. Но вдруг они осознали, что они великороссы. И вот мы видим, Александр III, царь, видите, да, отпустил такую окладистую бороду,
в холщовой рубашке ходит, подпоясывается бечевкой, ест, значит, русскую кашу, пьет русский квас. Почему такое перерождение? Это же не просто так. Ему раз в голову взбрело. Нет, конечно же. Произошли очень сильные изменения в русском обществе. Развитие капитализма. Капитализм, он всегда идет рука об руку с национализмом. А первыми русскими капиталистами это все купцы, старообрядцы, Рябушинские, Гучковы, там, Морозовы и так далее, и так далее. Естественно, вот это все создало новую ситуацию в России, возник русский национализм великорусский, и уже Александр III начал вот такую политику русификации, значит, внедрение русского языка во все сферы, всех стали понуждать к изучению русского языка. До этого еще в раннем периоде мы уже проходили вот эту уваровскую триаду православие, самодержавие, народность, фактически это, опять же, продолжение вот этой идеи. Ну, малые народы, естественно, тоже на себе это ощутили очень сильно, начались не то чтобы гонения, но почувствовалось давление на ислам, стали возникать русско-башкирские школы, где обучали не только традиционным наукам религиозным, но вот русскому языку. Это было тоже воспринято тогдашними людьми как попытку их русифицировать. Само по себе знание языка это хорошо. И мы должны знать язык того народа, который является самым многочисленным в нашей стране и который, по сути дела, является государствообразующим народом. Но население тогда это восприняло как угрозу своей самобытности. И вот сразу у всех народов, которые населяли Россию, тоже возникли вот эти местные свои локальные национализмы. Возникла национальная идея у казанских татар, тем более у них возникла своя буржуазия, компрадорская, правда, которая занималась посреднической торговлей со Средней Азией, перевозила из Средней Азии те товары, которые не были в России, а туда везла, наоборот, российские товары. Вот на этой торговле транзитной, в общем-то, нажили многие татарские купцы казанские. Состояние в Башкирии тоже самое это движение началось. Проснулось национальное самосознание башкирского народа. Это не значит, что там башкирской народности, национальности не было. То есть это надо понимать. В Европе то же самое, значит. Стали об этом думать отдельно. Стали об этом думать, возникла национальная идея. В Германии то же самое. Шло объединение Германии под властью Бисмарка. Немцы вроде одни были вюртемберцы, вестфальцы, баварцы. И вдруг они себя все осознали немцами. Началось объединение Германии. Это был мировой процесс. Зайнулла Расулев это четко уловил этот момент. Он уловил, я думаю, он еще когда находился в Турции, поскольку в Турции уже все это присутствовало. Естественно, было его стремление создать мощное академическое учебное заведение, в котором бы мусульмане учились, приобретали знания русского языка, светских наук, физики, там, химии и так далее, математики и так далее. Но при этом, значит, изучали еще и религиозные науки, чтобы приобщались к суфизму и так далее. Создать некий синтез, создать новую такую идентичность российского мусульманина, причем современного и модернизированного. Это была очень непростая задача. И вот Хамид Алгар, исламовед Калифорнийского университета, в США он был. Более важным был тот факт, что благодаря Зайнуллаху Расулеву Троицк превратился в основной центр обучения для мусульман Российской империи, а также в базу для дальнейшего распространения суфийского братства Халидия-Накшбандия. Рядом с мечетью, в которой он был назначен имамом, Зайнулла Расулев устроил мусульманское учебное заведение мадресе, известное как Расулия, куда стекались на учебу башкиры, татары, а также казахи, который быстро завоевал репутацию одного из лучших институтов, обучающих мусульман из подвластных России территорий. А французский историк Беннексон зашел так далеко, что назвал Расулия один из лучших академических институтов во всем мусульманском мире. Кстати, а можно судить о размерах? Сколько там вот было слушателей, студентов в год, скажем, да? Ну, я думаю, там несколько сотен. Это, конечно, там не дотягивает до современных университетов, но надо же понимать, для того времени, и потом все это же существовало на какие? Это же не на государственные деньги. Это все существовало на деньги меценатов. Расулии содержали богатые татарские, башкирские и даже казахские, скажем, современным языком, бизнесмены, да, у которых были деньги. Мадресе, оно сыграло огромную роль в просвещении мусульман. В то время просвещение среди мусульман уже развивалось одновременно с развитием национальных проектов. Вот уже башкирский национальный проект, казахский там национальный проект, там, татарский национальный проект, все это уже стало возникать. Зайнулла Расулев это все санкционировал. Его санкция здесь была важна. Мадресе сыграл огромную роль вот в подготовке вот этой национальной интеллигенции. Вот, допустим, он профинансировал труд Мурада Рамзи, историка Мурада Рамзи, который был мюридом шейха Зайнулла Расулева, религиозным деятелем, тоже был башкиром из деревни Старый Альмет, это нынешний Сармановский район Татарстана. Байлярец он был. И вот он написал труд Талфик Аль-Ахбар. Это было хитом того времени, кто успел прочитать. Но оно было запрещено царской цензурой. Увидели там крамолу, посягательство на государя-императора, на призыв мусульман к восстанию против русского самодержавия и так далее, и так далее.
Там всего лишь рассказывалась история тюрков, в том числе и башкир, на высокой такой пафосной ноте, что под текстом шла вот такая идея, что вот смотрите, какая у нас была история, что она не хуже русского народа, там, арабов, там, персов там, или других. И что с нами стало, короче, в итоге, понимаете? Соответственно, когда люди читают, и это все делают выводы, подвигает к каким-то действиям. То есть, фактически, Зейнулла Расулев одобрил вот этот труд, и из этого мы можем делать вывод о его, так скажем, взглядах. Естественно, он нигде свои взгляды он публично не высказывал, нигде он их не описывал, поскольку он был шейхом, он и не мог это делать. Вот, и вообще его письменное наследие, оно довольно-таки скромное. Он там написал 2-3 работы, больше такого религиозного содержания, кстати, в которой он осуждал салафизм, писал, что Ибн Таймия, отец-основатель салафизма, что он во многих вопросах не прав. То есть, ну, опять же, не надо вот так думать, что его там заклеймил, кафиром и неверным объявил. Нет, конечно. Такого вообще в исламской среде оно никогда не было. Вот он как бы допускал самостоятельное существование всего этого, но он указывал на те моменты, где тот переходил определенные грани, по его мнению. Вот так жизнь его проходила. Самое интересное, что мюридом Зейнулла Расулев был отец Ахмед Заки Валиди. И вся семья полностью находилась под духовным влиянием шейха Зейнуллы Расулева. И вот отец Башкирской республики Ахмед Заки Валиди вспоминал, что если бы не внимание и ласка высокочтимого шейха, кто знает, может быть, и я в свои 15 лет, как и многие другие мои сверстники, стал бы обычным приказчиком у богатых торговцев. Вот. Но он стал кем он стал. Под духовным влиянием Зейнуллы Расулева он понял, что приходит совсем другая эпоха, что надо развиваться, что мусульмане должны встать на путь прогресса. В заключение просто скажу, что мюридами шейха были все значимые фигуры тогдашнего мусульманского мира. Допустим, муфтий тюрко-татарской автономии, то есть один из лидеров татарского движения Галимджан Баруди, был мюридом Зейнуллы Расулева. Резидин Фахриддинов, будущий муфтий и так далее, тоже участник башкирского национального движения, муфтий Думес, был его учеником. Завершу, наверное, свои слова словами русского востоковеда Бартольда, который назвал Расулев духовным королем своего народа. И, кстати, Зейнулла Расулев, он был последним великим шейхом Урала-Поволжья. Вот в мусульманской иерархии у него был титул Кутуб-Заман, полюс времени. Представляете название? Полюс времени. Умер в 1917 году своей смертью, вот незадолго до начала февральской революции. Закончим программу. Я напомню, что в эфире была история башкирских родов. В студии, как всегда, были Руслан Валиев и Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации «Шажаре». Спасибо большое, Салават. Спасибо вам. Спасибо, что слушаете нас. Оставайтесь с нами. До свидания. До свидания.